Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Она 2 раза летала в космос. В честь нее выпускали 1 миллион памятных монет, а ее эталонный экземпляр, переплетенный кожей варана, хранится в Кремле. Но самое главное, вот уже более 30 лет она является основным законом нашей страны. Конечно же, речь идет про Конституцию. Сегодня вместе с профессором Северо-Восточного федерального университета, доктором юридических наук Александром Кимкименом мы погрузимся в историю главного документа страны. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте для начала окунемся действительно в историю. Что предшествовало в стране принятию Конституции? Ну, это, будем говорить, глобальные перемены. Во-первых, в тот период, помните, в свое время был такой тезис Михаила Сергеевича Горбачева: давайте устроим перестройку, ускорение. И с этой точки зрения, конечно, вот начало 90-х – это бурлящая политическая жизнь, это формирование нового состава съезда народных депутатов РСФСР, который избрал Бориса Николаевича Ельцина председателем. И мы помним, что 12 июня 90-го года была принята декларация о государственном суверенитете России. Этот документ заложил основы для формирования новой федеративной государственности нашей страны. Я хотел бы отметить, что именно эта декларация послужила основой для того, чтобы разрабатывать проект новой Конституции Российской Федерации, уже свободной, такой демократической, правовой, федеративной государственности. Здесь я хотел бы отметить, что Республика Саха-Якутия с первых дней поддержала принятие данной декларации. И Михаил Ефимович Николаев, он был избран народным депутатом Верховного Совета РСФСР. И в мае месяце он выступал уже с трибуны съезда, говорил о необходимости расширения прав автономных республик. Он говорил о том, что на сегодня Якутия, значит, руководит только сферой ЖКХ, хотя мы добываем и алмазы, золото, уголь. И поэтому, конечно, дайте нам больше самостоятельности, чтобы мы, как органы государственной власти республики, взяли бы на себя всю ответственность, всю полноту ответственности за развитие нашего региона. И в последующем, значит, я хочу отметить это особо, значит, депутаты Верховного Совета Республики 12-го созыва приняли декларацию о государственном суверенитете республики. Почему был принят этот документ? Некоторые эксперты тогда говорили, что это некий сепаратистский документ, что какой суверенитет, находясь внутри России. Я хочу отметить, что данный документ был принят в поддержку Декларации о государственном суверенитете России. Мы там прямо закрепили, что мы будем развиваться в составе России. Да, мы будем чтить память поколений, которые добывали победу, и мы будем развивать республику на основе наших традиций, развивая традиции, культуры, развивая сферу образования, науки, ну и, конечно, развивая промышленность. Да? И с этой точки зрения я хотел бы отметить, что Борис Николаевич Ельцин в декабре 90-го года к нам приезжал, встречался с народными депутатами Верховного Совета Республики, говорил о том, на каком этапе пути находится Россия, что нам необходимо делать. И я хотел бы отметить, что Бориса Николаевича и Михаила Ефимовича тогда завязалась некая такая мужская дружба, взаимное доверие. И в последующем мы ощущали поддержку Бориса Николаевича по многим аспектам. А это было важно, потому что ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые выборы президента Российской Федерации, где на альтернативной основе Борис Николаевич Ельцин стал первым президентом. Ну и став президентом, он также посещал нашу республику. Это произошло в 1993 году. И он посещал наш национальный праздник ИСЭХ в Татинском улусе, посвященный столетию Платона Алексеевича Аюнского. Он даже одевал якутскую национальную одежду, чувствовал себя там комфортно. Ну и вообще вот Борис Николаевич Ельцин, он был такой достаточно мужественный человек, открытый, шел с открытым забралом.
Ну, а то, что касается его поддержки республики, в каких вопросах? Здесь я должен отметить особую роль Михаила Ефимовича Николаева в сохранении Российской федеративной государственности. После распада Советского Союза вторым по очереди был распад России. И предотвратить это нужно было, приняв какой-то серьезный документ. И Михаил Ефимович Николаев выступил с инициативой заключения федеративного договора, который был подписан 31 марта 1992 года в Москве. И в день подписания федеративного договора Михаил Ефимович говорил, что мы, якутяне, всегда в составе России, мы никогда не предавали интересов России. И я могу это подтвердить. Почему? Потому что в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать уже 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. И за все эти годы мы ни разу не предали интересы нашего большого Отечества. Все время в случае необходимости с оружием в руках защищали интересы России. Это было и в Первую мировую войну, это было в годы Великой Отечественной войны. И сегодня в условиях ведения специальной военной операции якутяне также мужественно отстаивают интересы России. Среди них много героев. Как было в годы Великой Отечественной войны, у нас были герои Советского Союза, сейчас у нас герои России. Поэтому Михаил Ефимович в тот момент четко говорил о том, что мы следуем, значит, тому, о чем говорили наши предки. Ну, например, значит, Алексей Алексеевич Кулаковский, Эксекуляр Алексей, в своем письме в адрес якутской интеллигенции еще в 1912 году писал о том, что Большеносый Нуча – это намного ближе к нам. Мы не должны там придерживаться японцев или китайцев, мы должны быть с Россией. И, конечно же, вот Михаил Ефимович был большим патриотом России. Вот в день подписания федеративного договора Якутия, Республика Саха, была единственным субъектом, который подписала соглашение с правительством Российской Федерации по экономическим вопросам. Далее, уже 25 ноября 1992 года, республика подписала соглашение с правительством Российской Федерации по разграничению собственности. Вот эти два документа, они являются фундаментальными, они позволили нам нарастить бюджет. И тот период, когда мы переходили из плановой экономики на рыночные отношения, мы прошли более-менее стабильно, выполняя все социальные обязательства республики, защищая интересы пенсионеров, малоимущих. И я хотел бы отметить, что Михаил Ефимович Николаев, он всегда был предан своему народу, он всегда прежде всего думал о своем народе, как он живет, поскольку он с детства рос в сельской местности. Он родился в Хангаласском Улусе в 1937 году. И, значит, потом он учился в Жиганском районе, в Арктическом Северном. Да. Потом он закончил Омский государственный ветеринарный институт. Приехал после окончания обратно в Жиганский. Потом его молодежь избрала своим лидером, он стал комсомольским лидером. Потом он был первым секретарем Якутского горкома комсомола, зав. Орготделом обкома комсомола. Потом его заметили и направили в высшую партийную школу. После чего он стал первым секретарем Верхневилюйского райкома партии. Потом он стал заместителем председателя Совета министров, правительства республики. Стал потом министром сельского хозяйства, секретарем обкома партии по аграрным вопросам. То есть он все эти ступеньки прошел. И всегда вот у него день начинался очень рано. Всегда любил спрашивать, какие конкретные показатели, чем занимаешься. То есть он был строгим, требовательным. Но эта требовательность, она у него была с некой такой спецификой. Он был требовательным прежде всего к самому себе. И поэтому легко было понять его, да, его требования, потому что они были всегда справедливыми. И я очень горжусь тем, что 4 года работал бок о бок с ним, начиная с 3 января 1990 года. 2 года помощником председателя Верховного Совета Республики, и 2 года я работал первым руководителем администрации президента республики, создавал эту структуру. Это было интереснейшее время, а о том времени мы с вами говорим, да. И, конечно, вот после подписания федеративного договора началась такая активная работа в рамках Конституционной комиссии. И Михаил Ефимович очень ответственно относился к этой работе, находясь в составе Конституционной комиссии по разработке Конституции Российской Федерации. Он проявлял много инициатив, и более того, мы даже
написали отдельный проект Конституции Российской Федерации и представили его от имени члена Конституционной комиссии президента Республики Саха-Якутия. Ну и в составе рабочих групп работали наши представители. Это Федоров Михаил Михайлович, доктор юридических наук, профессор Миронов Дмитрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор Егор Михайлович Ларионов, Афанасий Петрович Ларионов, Анатолий Петрович Петраков. И вот эти люди все, они очень много полезного сделали. Вот я разговаривал с руководителем рабочей группы по разработке Конституции, да, и Румянцев, он говорил о том, что якутяне были очень активными, и причем они ратовали не за себя, а за Россию, за укрепление России. Вот это вызывало, говорит, у меня симпатию. Поэтому мы во многом к ним прислушивались. Ну и, конечно, вот принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года, это означает новый этап развития нашей федеративной государственности. Александр Николаевич, сейчас продолжим с вами говорить о новом этапе. Давайте напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Вот действительно, слушая вас, понимаешь, какое тогда было непростое время. И действительно даже как-то волна гордости за наших земляков поднимается изнутри, потому что все были заинтересованы в том, чтобы страна осталась единой и целой. Давайте тогда о новом этапе. В 1993 году, в декабре, приняли Конституцию. Как она принималась? Ну, достаточно много споров было по проектам. Мы знаем даже очень трагические события октября 1993 года, когда даже из орудий танковых стреляли по Белому дому, где размещался Верховный Совет РСФСР. Руслан Имранович Хасбулатов возглавлял. Ну, были такие стычки, видимо. Руслан Имранович Хасбулатов, он тоже к нам приезжал, очень толковый, он сам доктор наук. И, конечно, вот доведение до такого кризиса, это был очень сложный период. И поэтому важно было срочно принимать Конституцию. И Конституция 12 декабря 1993 года, она была принята всенародным голосованием на референдуме. Поэтому она имеет большую силу, да. Конституция имеет прямое действие, Конституция является основным законом нашей страны. Поэтому мы должны говорить о том, что сегодня очень важно выстраивать единое конституционное пространство, потому что все законы, все нормативно-правовые акты должны соответствовать основному закону. И благодаря принятию Конституции Российской Федерации мы закрепили основы конституционного строя Российской Федерации, что наша страна является правовым, демократическим, федеративным государством. Статья 7 гласит о том, что Российская Федерация – это социальное государство, которое заботится о своих гражданах, прежде всего о тех гражданах, которые нуждаются в поддержке государства, пенсионерах, ну, будем говорить, социально незащищенные слои населения, люди с ограниченными возможностями. Более того, мы в Конституции Российской Федерации закрепили федеративное устройство нашего государства. Значит, отдельная глава посвящена этому, сколько субъектов, в каком качестве они входят в состав Российской Федерации. Конечно же, то, что было признано, что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью. Поэтому забота о каждом человеке – это важнейшая задача для государства, для органов государственной власти Российской Федерации. И с этой точки зрения могу отметить, что президент России при вхождении в должность, при вступлении в должность во время инаугурации дает клятву на тексте Конституции Российской Федерации. Это тоже особая церемония, где он говорит, как гарант Конституции Российской Федерации, о том, что он будет соблюдать Конституцию, что он будет выполнять конституционные установления. Это очень важно, потому что мы сегодня живем действительно в правовом государстве, да, и у нас четко распределено. Вот мы в Конституции можем найти правовой
статус президента Российской Федерации как главы государства, как верховного главнокомандующего, как человека, который представляет Россию на международном уровне, как человека, который проводит всю политику внутри страны. Да? И с этой точки зрения я хотел бы отметить, что он также выступает с рядом конституционных и законодательных инициатив в адрес Федерального собрания, которые обсуждаются в первоочередном порядке. Там же мы найдем статус Федерального собрания Российской Федерации, который состоит из двух палат. Нижняя палата, Государственная Дума, который состоит из 450 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, вторая половина избирается по одномандатным округам. Ну и Совет Федерации, он формируется особым способом. Туда делегируются по 2 представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Одного представителя делегирует глава, высшее должностное лицо, глава субъекта, а второго представителя делегирует уже законодательный орган. Ну, например, если брать Республику Саха-Якутия, вот прошедшие выборы в прошлом году, в 2023, каждый кандидат обязан был представить список из 3 человек, из числа которых он в случае избрания делегирует в Совет Федерации. И вот Айсен Сергеевич Николаев эти 3 человека представил, в том числе Борисов Егор Афанасьевич, Дичковский Алексей Прокопьевич, Штуров Вячеслав Анатольевич. И после избрания он делегировал Егора Афанасьевича Борисова уже в состав Совета Федерации. А законодательный орган, там обязательно нужно, чтобы представитель законодательного органа имел статус депутата. Не обязательно Илтумен, можно и муниципального уровня. Да? Ну, например, вот Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, она является депутатом муниципалитета Петровского округа Санкт-Петербурга. И сегодня возглавляет Верхнюю палату. И Илтумен делегировал своего представителя. Сегодня это Сахамин Миланович Афанасьев. До того 2 срока отработал Акимов Александр Константинович. Ну и вот сенаторы работают, это палата регионов, они должны защищать интересы субъектов. А если говорить о депутатах Государственной Думы, я могу привести пример, вот что по одномандатному округу у нас Амосов Петр Ирвольдович, да, от партии «Единая Россия» у нас Галина Никентьевна Данчикова, от партии «Справедливая Россия» Федот Семенович Тумусов, который уже 4-й раз стал депутатом Государственной Думы. Это большая честь, большая ответственность. И от партии «Новые люди» Сардана Владимировна Авсентьева, которая была мэром города Якутска. Причем я могу отметить, что ее вклад в то, что партия «Новые люди» преодолела 5% барьер, необходимо преодолеть, чтобы стать парламентской фракцией. Да? И здесь, конечно, она сейчас уже, наверное, в числе таких топовых политиков федерального уровня. Поэтому мы в надежде на то, что наши депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, ныне называющиеся сенаторами, будут делать все возможное для защищать интересы наших граждан, проживающих на территории Республики Саха-Якутия. Что касается правительства Российской Федерации, вы знаете, правительство Российской Федерации – это очень солидный орган, потому что в их руках финансовые возможности, материальные возможности. Да? И с этой точки зрения я могу отметить, что это высший орган исполнительной власти, который подчиняется и президенту Российской Федерации, и подотчетен Государственной Думе, поскольку ежегодно председатель правительства докладывает о состоянии дел, о работе правительства. Ну и в Конституции мы найдем правовой статус судебных органов. Это Конституционный суд Российской Федерации, это Верховный суд Российской Федерации. Также я хотел бы сказать о том, что система прокуратуры очень четко работает на сегодня. Да? В системе прокуратуры России уже более 300 лет. Петр I в свое время основал прокуратуру, сказал, это должно быть государево око для того, чтобы знать, как выполняются российские законы. Ну и, конечно, система органов местного самоуправления также прописана в Конституции. Поэтому я бы хотел посоветовать, чтобы текст Конституции Российской Федерации для каждого из нас был бы настольной книгой. Потому что конституционные положения
значит, те или иные статьи Конституции, каждый раз мы можем читать новыми глазами с высоты прожитых лет, приобретенного опыта и знаний. Поэтому это интересно. Второй мой совет, конечно, заключается в том, что вот в 2004 году я основал детскую академию права в городе Покровске, у себя, где я заканчивал школу, детство мое там прошло. И говорил ребятам, для меня не суть важно, чтобы вы все стали юристами. Для меня важно, чтобы вы поняли, что все сферы жизнедеятельности, они регулируются законом. И если будет у вас это понимание, вы проживете успешную жизнь. Понимаете? И я бы хотел отметить, что вопросы повышения правовой культуры, вопросы знания основ законодательства, это является очень важным моментом. Почему даже я вот выступая с трибуны съезда юристов России говорил о том, что основы российского законодательства мы должны изучать как обязательный предмет в школах, потому что мы же получаем по итогам учебы аттестат зрелости. Получая аттестат зрелости, если мы не знаем основ российского законодательства, главные отрасли, конституционное право, уголовное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, то этим людям в последующем достаточно сложно. Вот почему я говорю о том, что на самом деле любой считающий себя культурным, образованным человеком должен знать Конституцию, должен ориентироваться в законодательстве. И здесь могу дать такой совет, что можно каждый раз обращаться в интернет-портал правовой информации по адресу www.pravo.gov.ru. И тогда мы будем знать, какие законы приняты, какие указы подписаны, какие постановления правительства. Поэтому всегда... Почему? Потому что законодательство все время видоизменяется. Этого требует время. Сегодня мы живем в абсолютно новом времени. Да? Можем мы даже говорить, что мы живем по-разному. Почему? Потому что одни защищают интересы Родины, находясь в окопах или в танках, в самолетах и так далее. Другая половина ведет мирную жизнь. Да? И с этой точки зрения мы, как народ, должны быть едины. В этих условиях каждый из нас должен чувствовать ответственность, что я являюсь гражданином Российской Федерации. А у граждан Российской Федерации есть не только права и свободы, но есть и обязанности, да, в том числе обязанность защищать Отечество. Александр Николаевич, если мы говорим с вами о переменах, в 2020 году были поправки в Конституцию, также общенародный референдум. В чем была необходимость этих поправок? Ну, мы помним, что в начале года 2020-го президент Российской Федерации выступил с инициативой о необходимости внесения дополнений и изменений в основной закон страны. Это было продиктовано тем, что Россия находится под определенным давлением. Мы помним, что принимались многие санкции, в том числе, я как спортсмен могу сказать, касательно наших олимпийцев. Наши олимпийцы вынуждены были выступать на Олимпийских играх без флага, без гимна. Да? Они не могли, стоя на пьедестале почета, гордиться, что они представляют Россию. Вот это же вот, когда у человека отбирают самое святое, это трудно выносимо. И здесь я могу отметить, что Пьер де Кубертен, основатель современных Олимпийских игр, в своем трактате «Ода спорту» писал: «О спорт и мир, о спорт и справедливость, о спорт и дружба». А почему мы сегодня видим, что в работе Международного олимпийского комитета наличествует политика, а спорт должен быть вне политики? И наш президент неоднократно об этом говорил. Вот в 2014 году какую прекрасную Олимпиаду мы провели в Сочи. Это был образцовый момент, когда организация международного спортивного праздника шла вот на таком высочайшем уровне. Как мы провели чемпионат мира в Российской Федерации. Вы же знаете, что наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин сам спортсмен, он мастер спорта по дзюдо и самбо. И, конечно, вот в этих условиях нужно было определиться. Когда у нас раньше в Конституции был приоритет именно международного права, то сегодня внутри страны мы должны придерживаться приоритета Конституции Российской Федерации.
Почему? Потому что нам нужно воспитывать нынешнее поколение. А нам что Запад дает? Они дают некие такие установки, когда мы видим на Западе, есть родитель номер один, родитель номер два. Или родительница номер один, родительница номер два. То есть однополые браки заключаются, и они воспитывают детей. Как может воспитываться ребенок в таких семьях? Вот почему Владимир Путин всегда говорил о традиционных ценностях, в том числе в семье. Семья – это союз мужчины и женщины. Это вот закреплено по результатам, значит, конституционной реформы 2020. Потом закреплено, что у нас в России должно быть единство публичной власти. Мы всегда вот привыкали к тому, как нам Запад в свое время советовал, что органы местного самоуправления, они отделены от органов государственной власти, они независимы. Нет, сегодня такая ситуация, что должна быть некая такая вертикаль. Да? Ну, в сфере исполнительной власти это точно прослеживается, да? Это вертикаль. А с точки зрения организации публичной власти, с точки зрения организации местного самоуправления, здесь тоже будут определенные изменения. Но они должны учитывать региональную специфику. Федеральный закон 131 об общих принципах организации местного самоуправления, он достаточно сложный. Когда я, будучи заместителем председателя Госсобрания Илтумен, возглавляя постоянный комитет по госстроительству, законодательству и местному самоуправлению, я выступал с трибуны Государственной Думы и говорил о том, что вот Ирак бомбят не ради того, чтобы установить демократию, а ради того, что там есть интерес, там много нефти и так далее. Да. А Россию не нужно будет бомбить, просто мы примем вот такой нехороший закон, нам будет очень сложно. Поэтому необходимо придерживаться вот того названия об общих принципах. Вы должны определять общие принципы, а законодательные органы субъектов Российской Федерации, они должны уточнять с учетом местной специфики. Вот мы сегодня находимся на территории более 3 миллионов квадратных километров, несколько часовых поясов, суровые природно-климатические условия, отдаленность. В Оленёкском районе, где проживает больше 3000, можно разместить несколько европейских государств. Да? И там местное самоуправление реализуется сегодня на 2 уровнях. Мы у нас в республике, в стране на 2 уровнях. На уровне муниципальных районов и на уровне поселений. Сегодня обсуждается законопроект, внесенный Павлом Крашенинниковым, председателем Комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству, и Андреем Клишесом, председателем Комитета по федеративным отношениям и госстроительству Совета Федерации. Они предлагают, чтобы местное самоуправление у нас реализовывалось только на одном уровне, на уровне муниципальных районов и городских округов. Это, считаю, не совсем правильным. И вот мы сегодня прочитали хорошую новость. Вчера заседал Совет Государственной Думы во главе с Вячеславом Володиным. И Вячеслав Володин дал интервью о том, что мы по реформе местного самоуправления, этот вопрос они должны были сегодня рассмотреть, 12 декабря, мы его переносим на 2025 год, потому что нам необходимо еще раз присмотреться. Самая главная задача законодателя не навредить. То есть законы, которые принимаются Государственной Думой, они обязательны для исполнения всеми и вся. Поэтому здесь очень важно ощущать импульс. Сегодня местное самоуправление на уровне поселений, там избираются главы на выборах, прямо населением. Да? А сейчас вот предлагается и на уровне городов, муниципальных районов, что по предложению главы субъекта они будут назначаться представительным органом. Ну, с этим можно согласиться отчасти. Почему? Потому что глава – это должен быть профессионал, это должен быть подготовленный человек, а представительный орган на себя берет всю полноту ответственности, потому что представительный орган утверждает местный бюджет, устанавливает местные налоги и, значит, проводит работу по контролю за деятельностью местной администрации. Это тоже очень важные аспекты, важные задачи. Александр Николаевич, а в целом сейчас, вот уже более 30 лет основному закону нашей страны, сегодня что означает этот праздник для наших соотечественников?
Ну, я думаю, что мы должны принимать Конституцию умом и сердцем. Почему я так говорю? Потому что действительно Конституция работает более 30 лет. В прошлом году мы отмечали 30-летний юбилей. И могу отметить, что Конституция работающая, Конституция функционирующая, тем более, когда в него вносятся соответствующие изменения. Эти изменения были не только в 2020 году, мы можем вспомнить 2014 год, да, когда Республика Крым, город федерального значения, Севастополь, вступили в состав Российской Федерации на основе референдума. Представляете, люди голосовали за то, что они хотят быть в составе России. И я помню выступление Владимира Путина, когда он поздравлял крымчан, севастопольцев с приходом в родную гавань. Да. Вот его словосочетание, да, я поздравляю вас, что вы пришли в родную гавань. Далее, вот в 2022 году, когда Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская, Херсонская области тоже на основе референдума вошли в состав Российской Федерации. Никто их не заставлял. Они провели референдум и вошли. То есть здесь все нормы международного права соблюдены. Никто не пришел туда с оружием и не сказал, что вы должны войти в наш состав. А потом, когда 24 февраля 2022 года было принято решение нашим верховным главнокомандующим о начале специальной военной операции. Это не война, это ведение специальной военной операции, которая выполняет задачу денацификации и демилитаризации Украины. Мы не против украинского народа, это наши братья. Вот я хочу отметить, что среди представителей украинского народа очень много талантливых людей, которые внесли большую лепту в развитие страны. Да. Среди россиян много украинцев, которые занимают высокие должности. Поэтому я считаю, что это два великих славянских народа. Я помню в 2016 году, когда мы проводили Кубок мира по масс-рестлингу, а я первый вице-президент Международной федерации масс-рестлинга, я встал, построил сборную России, дал им украинский флаг, построил сборную Украины, дал им российский флаг, сам стал посередке с палкой. Говорю, пусть эта маленькая якутская палка объединяет два великих славянских народа. И вы, ребята, никогда не должны смотреть друг на друга через дуло автомата. Вы должны бороться только на мирном помосте, на помосте масс-рестлинга. Сегодня мы гордимся, что якутский национальный вид спорта, масс-рестлинг, вышел совершенно на высочайший уровень. Я вот возглавляю Ассоциацию национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада спорт», начиная с 1992 года. И вот мы в 1996 году организовали отдельную федерацию по перетягиванию палки, отдельную федерацию по прыжкам якутским, отдельную федерацию по борьбе хапсагай, по якутскому многоборью, по конным скачкам, по гиревому спорту, по настольным играм. Да? И создали такую некую конкурентную среду, чтобы федерации боролись за то, кто из них лучше работает. И вот федерации перетягивания палки возглавил Александр Акимов. Дальше мы в 2002 году создали Всероссийскую федерацию масс-рестлинга, которую он тоже возглавил. А в 2012 году мы создали уже Международную федерацию. Сегодня Всероссийскую федерацию масс-рестлинга возглавляет Гуляев Михаил Дмитриевич, и в его составе уже более 60 федераций, субъектов Российской Федерации. А в составе Международной Федерации масс-рестлинга уже более 62 стран со всех 5 континентов. То, что дает нам Конституция, это дает нам свободу для самосовершенствования, свободу для развития традиционной культуры, свободу для развития образования, науки. И мы, конечно, гордимся своим потенциалом, в том числе Республика Саха-Якутия сегодня во главе с Алексеем Сергеевичем Николаевым является ведущим субъектом Российской Федерации. Мы гордимся нашими результатами в IT-технологиях. Да? Наши ребята в суровых условиях выдают такие, значит, очень новые, так сказать, проекты, которые развивают нашу страну в том числе. Александр Николаевич, ну я заслушалась прямо право слова. Большое спасибо, что нашли для нас время за такую лекцию буквально на всю республику. Я поздравляю вас с праздником, потому что День Конституции много значит для нас, как
россиян. Приходите к нам еще, будем рады видеть вас в Да. нашей студии. Сегодня был такой напряженный день. Мы с утра встречались со школьниками. Вчера я выступал перед школьниками в историческом парке «Моя Россия, моя история». Сегодня мы провели федоровские чтения, а это уже всероссийская конференция. Поэтому у нас интерес к тому, чтобы реализовывать Конституцию, очень большой. Я сам веду авторскую программу «Конституция и мы». Начиная с 2016 года уже провел 77 передач. С помощью своих гостей я пытаюсь раскрыть потенциал Конституции Республики Саха-Якутия, Конституции Российской Федерации. Поэтому я рад, что вы меня пригласили в эту студию в этот очень важный, ответственный день. И поздравляю всех якутян с нашим государственным праздником, Днем Конституции Российской Федерации. Поздравляю вас с наступающим новым 2025 годом. Пусть он нам принесет мир, принесет победу, и я хочу, чтобы Россия развивалась под мирным небом. Да, мне остается только согласиться с вашими словами, совершенно бессовестно. Спасибо вам большое. Всего доброго. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.